Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. В Туве ограничат продажу алкогольной продукции. Сегодня депутаты парламента обсудили вопрос сокращения времени отпуска. Так, жители республики смогут приобрести спиртосодержащую продукцию не с 11 до 19, а с 11 до 15 часов. С 15:00 до 11 утра следующего дня не продавать. Запрет. Так? И во времени по дням это суббота и воскресенье, то есть праздничные дни. Вот то, что предлагается. Возник вопрос и о деятельности ресторанов и кафе, где продажа спиртосодержащей продукции не ограничена временными рамками. Потребление в общественных местах только в самом общественном месте, на вынос нельзя. А если они понесли, они будут, то есть от пункта общественного питания не будут нести ответственность какую-то, если они вот так вот продали? Ну, человек зашел, там, деньги заплатил, бутылку водки в охапку. Это нарушение получается. В данный момент перед депутатами стоит задача по доработке законопроекта и убрать дублирующие моменты регионального законодательства с федеральным. У нас органов государственной власти в области розничной продукции не просто осуществление лицензионного контроля, то есть наличие лицензии теперь проверяет, но в общем в полномочиях необходимо прописать, что это государственный региональный контроль, надзор в области розничной продажи алкогольной спиртосодержащей продукции, то есть полномочия расширяются. Также по данным Министерства экономики Тувы, введение дополнительного ограничения по времени продажи алкогольной продукции не повлечет дополнительных материальных потерь как для предпринимателей, так и экономики региона в целом. Минэкономики дало свое положительное согласие, то есть были проведены серьезные расчеты. В целом для экономики и для нашего общества этот закон он очень необходим. Те ограничения, которые существуют дополнительно, которые противоречат федеральному законодательству, безусловно, их надо убрать. Но полномочия по времени, то, что мы с 15 часов до 11 часов следующего дня можем ограничить, это полномочия абсолютно республики, то есть региона, субъекта. Кроме того, будут приняты и дополнительные меры в сфере контроля нелицензированной алкогольной продукции или так называемого суррогата. Новый законопроект республики планируется принять до конца текущего года. Правительство России приняло решение о переносе ряда выходных дней в 2018 году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров. Зимние каникулы для россиян начнутся 30 декабря 2017 года и закончатся 8 января 2018. Далее будет трехдневный отдых с 23 по 25 февраля, который придется на День защитника Отечества. На Международный женский день будет 4 выходных с 8 по 11 марта. Еще на 4 дня можно рассчитывать на 1 мая. С 29 апреля по 2 мая будет возможность отпраздновать День весны и труда. 9 мая отметить День Победы. Еще 3 дня с 10 по 12 июня придется на празднование Дня России. На День народного единства можно будет отдохнуть 3 дня с 3 по 5 ноября. Тема социальной поддержки семей с детьми всегда актуальна в нашей республике, ведь по статистике Тува один из регионов с высокой рождаемостью. Родители имеют право на получение единовременного пособия при рождении ребенка. Оно в нашей республике составляет 22 890 рублей 47 копеек, сообщили в Фонде социального страхования Тувы. Работающим мамам оплачивается декретный отпуск. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получают как работающие, так и неработающие граждане. При этом отпуск по уходу за ребенком может взять любой родственник, непосредственно ухаживающий за ребенком, будь то бабушка, папа или тетя. Кроме этого, граждане, ухаживающие за ребенком, могут выйти на работу на условиях неполного рабочего времени. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет предоставляется работающим гражданам в связи с утратой застрахованным лицом заработка при осуществлении ухода за ребенком и оплачивается в размере 40% от средней заработной платы. При этом нужно учесть следующее. Поскольку пособие по уходу за ребенком является компенсацией утраченного заработка, вызванного необходимостью осуществления ухода за ребенком, то рабочее время должно быть сокращено не менее чем на 40% рабочего времени, установленного трудовым договором. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 34 копейки, а евро 67 рублей 46 копеек. Ты любишь качественные товары по выгодным ценам? Приготовься! Поехали! Мы – магазин «Светофор», и мы экономим ваш бюджет.
У нас вы найдете все, что может порадовать вас и ваших детей. Свежие продукты, кондитерские изделия, молочная продукция, бытовая химия и многое другое. Но это еще не все. Мы обожаем проводить щедрые акции и дарить вам подарки. Приходите, покупайте и получайте от этого удовольствие. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Встраиваемый духовой шкаф Bosch всего за 21 990 рублей. РБТ.ру. Надо тебе чехол для планшета связать. Встречайте, в магазине «Росток» новая коллекция детской одежды от известных брендов. Теплая, яркая, удобная. «Росток». Мы знаем, что нужно детям. Мы ими были. Приходите, Ленина, 13, остановка Саяны. 25 октября. Национальный театр. Тувинский национальный ансамбль песни и танца Саяны приглашает на открытие 49-го концертного сезона «Золотой фонд». Билеты в кассе театра. Телефон 2 11 41. В целях безопасности и своевременного прибытия на учебные занятия детей в общеобразовательные учреждения города организован подвоз учащихся к школе по утвержденному маршруту. Всего в перевозке учеников задействовано 8 школьных автобусов, оборудованных спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС. Перевозки школьников осуществляются из левобережных и правобережных дачных обществ, а также с районов аэропорта, Вавилинского затона и спутник по школам номер 1, 2, 3, 4, 11, 8, гимназии номер 5 и 9. С начала учебного года производится подвоз 672 детей. Начиная с прошлого года заместители директоров по хозяйственной части, инженера по охране труда и водители школьных автобусов прошли целевое обучение в Кызылском транспортном техникуме по направлению «Ответственность за безопасную перевозку и безопасность участников дорожного движения». Работа по перевозке детей школьными автобусами находится на контроле в Департаменте по образованию мэрии города Кызыла, сообщается на сайте столичной мэрии. 14 октября в Сочи стартовал 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студенчества. Фестиваль стал крупнейшим событием в сфере международного молодежного взаимодействия и собрал более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Туву представляет группа из 22 человек. В состав участников входят студенты Тувинского госуниверситета, руководители молодежных общественных организаций, а также работающая молодежь до 35 лет. Стоит отметить, что фестиваль – это площадка для диалога, глобальная форма коммуникации через дискуссии, культурную программу, спортивные состязания, через свободное общение найти пути противостояния тем вызовам, с которыми сегодня сталкивается молодое поколение. Участники фестиваля из Тувы уже перенимают опыт организационных работ по молодежным форумам. Принять опыт федерального значения, да, есть. Особенно я сейчас смотрю на организацию самого фестиваля, да, что мы можем, допустим, когда, наша республика, когда проводят наши региональные форумы, что мы можем принять в них. Очень много интересного и очень многое можно привести в республику, в частности, организации нашего регионального форума. Также идей очень много знакомых, очень много интересных людей, с которыми мы сообщаемся. И в целом очень хорошо идет. В Туве открылись новые образовательные кружки и спортивные секции в рамках реализации проекта АНФ «Равные возможности детям». Активисты регионального отделения побывали в Кахемском районе, где открыли в средней школе номер 1 села Сарыксеп секцию по пауэрлифтингу. Школьники Кызыла теперь могут бесплатно посещать медико-санитарный кружок и секцию карате. 15 октября в Федерации карате Тувы состоялось открытие секции, где детей научат основным приемам карате, которые помогут им в самообороне. Для социально незащищенных детей заработал медико-санитарный кружок. Оказанию первой медицинской помощи ребят учат в Центре социальной помощи семье и детям города Кызыла. Также подросткам в формате «Равный равному» расскажут о социально значимых заболеваниях, факторах риска, их возникновения и о мерах профилактики. Проект «Равные возможности детям» предполагает открытие новых кружков их секции, а основная цель – сделать доступным, то есть бесплатным, дополнительное образование для детей.
Здравствуйте, меня зовут Антон, и я хочу поделиться с вами фактами из мира специй. История специй уходит своими корнями в далекую древность. Раньше люди использовали специи в народной медицине. Позднее специи стали применяться в кулинарии, и на сегодняшний день они широко распространены именно в кулинарии, но своих целебных свойств они не утратили. Так, например, куркума является сильным природным антибиотиком. Корица очень хорошо снижает уровень холестерина и сахара в крови. Имбирь поможет организму преодолеть болезнь, набраться сил. В древние времена торговцы специй придумывали разные безумные истории о происхождении своих продуктов. Так, например, про корицу говорили, что ее добывают в гнездах хищных птиц. Сквозь века люди пронесли много мудростей своих предков, и специи – важная глава в человеческой истории. Но на сегодняшний день использование специй свелось к тривиальному усилению вкуса. Знаменитый глютамат натрия берет свое начало у специй, так как специи добавляются к блюду для того, чтобы придать дополнительный вкус. Но сегодня мы зачастую заменяем естественные натуральные продукты синтетическими аналогами, которые никакой пользы для организма не несут. Фотообои – отличное решение для тех, кому надоело однообразие. Их выбор огромен. Но даже если и этого мало, можно изготовить на заказ по любой картинке или фотографии. Фотообои – огромное пространство для творчества, обладающее массой преимуществ. Можно придать своему жилищу любой вид, будь то горы, пейзаж или мегаполис. Все зависит от желания покупателя. Если и этого мало, всегда можно заказать обои по собственному эскизу. Данный вид обоев практически не подвержен пагубному влиянию солнечных лучей. Несмотря на множество преимуществ, у такого вида отделки существует несколько недостатков. Если не обратиться за помощью к профессионалам, то поклейка может немного растянуться. Необходимо идеально гладкие и ровные стены, и только тогда обои будут отлично смотреться, а также не отклеются со временем. Важно выбрать рисунок, который не будет раздражать впоследствии. Фотообои – отличный выбор для творческих людей. Они подчеркивают дизайн комнаты и индивидуальность владельца, а благодаря невысокой цене и легкости поклейки они уже сейчас завоевывают рынок. Сегодня на радио «Голос Азии» вновь прошел радиоквест «Замес майонез». Ведущие прячут приз от партнера квеста, а слушатели пытаются его найти. На этой неделе в качестве главного подарка партнер конкурса ресторан банкетного зала «Аристократ» дарит нашедшему 2 сертификата на ужин в ресторане. Загадка этого дня была несложной. Правильный ответ – сам ресторан «Аристократ» на улице Кахим, 110. Первой на зашифрованное место прибыла казылчанка Инна. Замес майонез! До конца квеста еще есть время попытать счастье и поискать в Кызыле призы с помощью загадок. Слушайте радио и выигрывайте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» напоминает, что действует скидка «Приведи друга». Приводите своих друзей и получайте приятные бонусы. «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем на западе Тувы местами небольшой и умеренный дождь, мокрый снег. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ночью -4, -6 градусов, днем +6, +8. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Арадане облачно, без осадков. Температура воздуха утром -4 градуса, днем +6. На Полке погода облачная, туман. Температура воздуха утром 0 градусов, днем +5. В Танзыбее облачно, туман. Температура утром 0 градусов, днем +5. По всей трассе проезд удовлетворительный.